Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. В Якутске начался 5-й молодежный фестиваль «Мусустар». И уже в эти выходные Центр спортивной подготовки «Триумф» станет точкой притяжения молодежи со всей республики. Там пройдет финал этого юбилейного молодежного фестиваля. Для участников подготовлены треки по 12 направлениям, участие в которых принимают тысячи юношей и девушек со всей республики. За время своего существования, это уже 5 лет, через фестиваль прошли сотни и сотни талантливых молодых людей, и с каждым фестивалем их количество только прибавляется. О том, что приготовили организаторы в этом году, поговорим с гостями в нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот каждый фестиваль, все-таки их уже, это уже 5-й, но каждый фестиваль чем-то отличается от предыдущего, у каждого есть свои особенности. Вот какое главное отличие будет в этом году? Добрый вечер. Ну, фестиваль, как вы уже отметили, в этом году юбилейный, 5-й. И действительно, фестиваль, он стал таким брендом молодежным, да, в Якутске. И стоит отметить, что мы говорим о том, что это достаточно большое, грандиозное мероприятие для молодежи, аналогов которого нету во всем Дальнем Востоке. 12 треков в этом году. Ну, треков у нас бывает там от 11 до 15 ежегодно. В этом году у нас 12 треков. Более 20 площадок, 23 площадки у нас начинают уже работу. И с 17 по 22 число, то есть сегодняшнего дня по субботу, город Якутск будет жить у нас молодежным фестивалем «Мусустар». Съезжаются участники со всех районов нашей необъятной Якутии, и тысячами гостей мы ждем в городе Якутске. В этом году фестиваль, он у нас, конечно, особенный, юбилейный. И цель фестиваля – это патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения, ну и в целом граждан, которые проживают на территории республики, и посвящен, конечно же, 80-летию победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества, году защитника Родины. И все конкурсы у нас так или иначе заточены на патриотическое воспитание. То есть в цели, в задачи каждого конкурса патриотическое воспитание так или иначе затрагивает. Каждый год у нас конкурсы меняются, появляются новые направления. В этом году у нас как никогда много площадок федерального уровня. Это площадка, посвященная старту федерального проекта «Чистая Арктика». Это слет победителей и финалистов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Очень много участников, то есть гостей, хедлайнеров мы в этом году ждем. И в основном гости у нас будут, конечно же, вести мастер-классы, образовательную часть, ну и делиться своими знаниями, умениями с участниками нашего фестиваля. Сегодня уже, с прошлой недели начинают прибывать делегации муниципальных районов. Наверное, вся республика следит о том, как они приезжают, как мы их встречаем, кого в аэропорту. Завтра мы должны встретить и по железной дороге наших участников, которые приезжают с Южной Якутии. Ну и уверены, что фестиваль пройдет на очень высоком организационном уровне. И те люди, молодые граждане, которые принимают участие, они получат то, зачем они приходят на молодежный фестиваль. Ну, раз уж, Надежда Вячеславовна, вы заговорили о том, как встречают, у нас есть ролик о том, как встречают одну из делегаций. Давайте его посмотрим. Мы сегодня встречаем команду Хаянского района. Пожелаем ребятам успехов и победы! Честно, прям волнуюсь. Да, тоже волнуюсь. Масштабное мероприятие, поэтому нужно показать хорошо себя. Мы должны показать то, что не показывали другие, то есть удивить всех. Пусть победит сильнейший. Я в движении! Мы в движении! Мы в движении! Всегда в движении!
Ну вот так почти каждую делегацию встречают. Да, это была встреча одной из делегаций одного из самых дальних районов, Верхоянского района. Светлана, расскажите, как вообще ожидали вы такой встречи, не ожидали вы такой встречи? С чем приехала делегация ваша? Добрый вечер. Мы участвуем второй год уже в полном составе по основным трекам Мусустара. И в этом году 30 талантливых ребят, молодежи из нашего района тоже приехали принять участие. И второй год нас встречает Министерство экологии. Они являются нашими кураторами. Мы благодарны им. И также хочется поблагодарить организаторов Министерства молодежи за предоставленную такую возможность арктической молодежи принять участие в таком масштабном событии. 30 человек, то есть получается, это сначала молодежь Сулуса подавала какие-то свои проекты в районный отдел молодежи, да, я правильно понимаю? Ну, мы подготовку начали с ноября месяца. С ноября уже, Да. за полгода. В конце ноября мы провели уже отборочные этапы по 2 трекам, по танцевальному направлению и по вокальному конкурсу. И далее у нас в январе и феврале также прошли отборочные этапы, и победители приехали защищать честь своего района на республиканском этапе. Ну, то есть это действительно такое мероприятие, получается, с охватом всей республики. Да, но подготовку на республиканском уровне мы начинаем там в августе, в сентябре месяце уже оргкомитет собирается, обсуждаем, какие основные направления мы будем проводить, ну, уже как бы в очередном году, да, и в каждом муниципалитете проходят сперва муниципальные этапы, и мы всегда говорим о том, что мы обязательно должны каждому молодому человеку, который проживает на территории республики, дать возможность участия на Мусустаре. И муниципальные этапы тут у нас, конечно же, проводят очень большую работу. Проводится муниципальный этап, там уже отбираются лучшие из лучших, сильнейшие, и они уже, заявка направляется конкретно с фамилиями, именами, отчествами в республиканский оргкомитет, и победители по направлениям приезжают в город Якутск. Понятно, что если у нас 12 треков, 23 конкурса, возможно, какие-то районы не по всем конкурсам участвуют, да, но стараются охватить. У нас есть уже третий конкурс, третий год мы проводим итоги «Лучший муниципальный район» и «Лучший муниципальный арктический район», который у нас имеет достаточно большой призовой фонд. Этому лучшему муниципальному району присуждается 2 миллиона рублей, лучшему муниципальному арктическому району 1 миллион рублей. Как правило, мы это узнаем в день финального шоу, в триумфе, кто победил, да, и понятно, что каждый муниципальный район хочет стать первым, и борьба идет нешуточная. Но также мы говорим о том, что мы же как бы участвуем не за определенные призы, победы и так далее, да, а знакомство, обмен опытом, получение новых знаний, умений, работа с хедлайнерами. Это, конечно же, стоит того, чтобы принять участие в молодежном фестивале Мусустар. Светлана, ну вот для чего, вы как участник, расскажите, для чего, какая ваша мотивация к участию? Ну, я в прошлом году тоже принимала участие. Я сама участвовала в танцевальном конкурсе. В этом году я руководитель команды детей на слете движения первых. Это тоже зачетный трек в этом году. И также я должна принять участие в конкурсе «Молодой аграрий». Но молодежь с удовольствием принимает участие на данном фестивале, несмотря на нашу отдаленность. Все хотят приехать на Мусустар. Это действительно очень большое масштабное событие, которое дает толчок для саморазвития, самореализации каждого молодого человека, скажем. Ну вот вам опыт прошлогоднего участия вообще помог?
Да, Ну, в личном каком-то развитии. в личном развитии, да? Да. Ну, в чем-то, не знаю. Или друзья какие-то появились новые, Да, новые- идеи новые появились. Да, мы получаем новые идеи, большой опыт, который помогает нам и в личностном развитии, и в профессиональном. Мгм. Хорошо, а давайте перечислим вот эти 12 треков коротко, да? Это, ну, как всегда, это, значит, танцы, Да, как всегда это соло. творчество, это танцы, это музыка. эстрада, да, Солустар, но достаточно такой известный уже конкурс. Это спортивные состязания ГТО, это военизированная эстафета у нас в этом году. будет Это нововведение. проходить. Это нововведение этого года. В этом году к нам присоединились молодые архитекторы. С прошлого года с нами работает Министерство сельского хозяйства, то есть по молодые аграрии. Есть и конкурсы видеороликов, есть и конкурсы по линии образования, перспектива в познании, да. Но как я сказала, есть и федеральные площадки, в которых также участвует молодежь. Ну, в общем, конкурсов очень большое количество, и практически все отрасли мы так или иначе стараемся охватывать. А вот есть мнение, что конкурсов уже очень много, слишком много для одного фестиваля. Вот высказывается Ну, такое. мы говорим о том, что у нас же молодых людей по разным направлениям много, и стараемся, конечно же, охватить молодежь всех направлений. В организации, конечно, это сложно, но в участии, я думаю, что, в принципе, по конкурсам, ну вот большое количество людей, допустим, участвуют в конкурсе, допустим, танцевальный, да, это должны быть ансамбли. Они приезжают большими коллективами. ГТО тоже большое количество людей, по-моему, 8 человек в команде. Да? А где-то можно 100. по одному принимать Где-то участие? можно, да, где-то можно по одному. Допустим, Солустар один, архитекторы это 2 человека с района. Ну вот таким Ну, то есть вот каждый образом. может для себя выбрать Да, каждый может направление, для в себя чем-то выбрать поучаствовать. какое-то направление. Какие-то направления, они заточены именно на профессиональной сфере, да, для работающей молодежи. Давайте Какие-то об этом направления для после творчества. короткой рекламной паузы поговорим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о молодежном фестивале «Мусу Стар», который официально стартовал сегодня и завершится финальным событием в эту субботу. У нас в студии режиссер этого события, сценарист этого события, точнее. Татьяна, расскажите, ну вот мы тут немножко обсудили, чем нынешний фестиваль отличается от предыдущих, но, наверное, финальное событие тоже будет чем-то отличаться, что там такого вообще, будет? в целом хочу отметить то, что сам фестиваль «Мусу Стар», вот финальное событие, да, которое впервые проводилось в 2021 году, ну и вы помните, это был ковидный год, но тем не менее, вообще сам фестиваль, он очень громко сразу о себе заявил с момента своего, ну скажем так, Со самого старта, да, с самого старта. И если вы помните, в Якутске прошло шоу дронов. Ну, это было достаточно такое эффектное зрелище, которое увидели тысячи зрителей, жителей нашего города. И начиная вот с этого момента, вообще проведение вот этого финального события, оно стало таким, скажем так, определенной планкой, какой-то высотой, которую Сразу задрали, да, так, да? Да. И нужно соответствовать. И нужно было ей соответствовать. И каждый год, вот наша команда занимается 3-й год, начиная с 2023 года. И для нас каждый раз «Мусу Стар» — это, ну, скажем так, главное событие нашего года, ну, к которому мы готовимся очень тщательно, мы готовимся заранее. Вот если по направлениям Надежда Вячеславовна отметила, начинают готовиться в ноябре, мы начинаем, или в сентябре, да, мы тоже начинаем работать, вот как «Мусу Стар» закончился этот, мы начинаем думать уже над следующим. Ну, это Ну, то есть- как наши коммунальщики говорят, работают, закончился отопительный есть сезон, как бы- готовимся к следующему. Такая очень ответственное для нас мероприятие. И
вообще, в целом, по поводу Мусустар я хочу отметить, что это очень хорошее начинание. Я вообще как по долгу службу посещаю подобные другие фестивали федерального масштаба, да. И вот эта вот стимуляция вот деятельности молодежи очень благотворно влияет, очень позитивно влияет. И я даже вот начинаю замечать, что поскольку мы работаем уже внутри этого финального события с участниками предыдущих мероприятий, замечаем, что вообще Мусустар, он сделал такой сдвиг в сознании, что ли, совершил молодежи. Каждый стремится побывать в Мусустар, каждый стремится принять участие. Или даже в финальном событии у нас тоже есть вот артисты, исполнители, молодые исполнители, которые они просто ждут приглашения, чтобы их позвали на финальное событие. И у нас там, конечно, очень такой строгий отбор. Ну, то есть желающих выступить больше, очень, чем... Да, больше, чем много, чем само событие может себя вместить. И в этом году у нас, конечно же, вся страна отмечает юбилей Победы, 80-летие, и очень большой акцент будет сделать именно такой на исторический контекст. Работает огромная команда, более 20 человек, и, соответственно, там и художественное оформление, и музыкальное оформление. Каждый раз мы пытаемся чем-то удивить, каждый раз. Но я не буду, конечно, сейчас рассказывать, вообще как бы оно всегда должно быть сюрпризом. Могу только отметить то, что сцена будет... В прошлом году у нас было 200 квадратов сцены. До этого в республике такой сцены еще не было. В этом году сцена будет 350 квадратов. В 1,5 раза больше. Да, в 1,5 раза больше. Панорамный экран длиной 40 метров. Тоже такого не было в республике. То есть мы работаем как бы и над таким техническим содержанием, и музыкальная составляющая у нас очень такая серьезная. Серьезную подготовку всегда проходит. В этом году у нас впервые будет принимать участие симфонический оркестр Высшей школы музыки имени Босикова. И специально для оркестра переложена музыка 6 композиций. 6 композиций созданы для оркестра. Это как и народные песни, и популярные известные песни, и рок-композиции. Как бы немножко опережая, скажу, симфонический оркестр будет выступать совместно с группой «Допсы». То есть это такой уникальный номер, такого тоже не было. И вот если кратко рассказать, то у нас в каждом блоке, в каждом есть... какие-то определенные фишки, и я надеюсь, что зритель будет доволен. Я тут, когда вас представляла, оговорилась, сказала режиссер, потому что ожидался режиссер тоже в студии, но нам сказали, что режиссер занят репетициями. Очень занят. Там действительно сейчас уже полным ходом репетиции, да? У нас уже репетиции начались с прошлой недели, сводные репетиции. А так подготовка уже плотно достаточно идет уже 1,5 месяца. И, если случайно заглянете в «Триумф», то увидите, что работа кипит. И, конечно, каждый раз всех интересует, какие же приедут гости. И, наверное, Федор, ответьте на этот вопрос. Да, ежегодно мы в рамках Мусустара приглашаем хедлайнеров, да, каких-то известных артистов, спортсменов, специалистов, спикеров, экспертов. Этот год тоже не исключение. В рамках всех конкурсов и треков будут приглашены спикеры и эксперты. Это узконаправленные специалисты, это архитекторы, это ученые, историки. Да. Помимо них будут тоже известные спортсмены. Это Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпион по боксу. Да. Екатерина Веденеева, это призер чемпионатов мира, Европы, художественная гимнастка, тоже будут проводить мастер-классы. Да. Также будут медиа-личности. Это резидент телепроекта «Стендап» на ТНТ Алексей Сахович. Он будет председателем жюри в стендап-фестивале. Также будет София Персиянинова. Это танцор, победительница танца на ТНТ. Тоже будет проводить мастер-классы в рамках конкурса танцев.
Также хочется тоже отметить, одним из почетных гостей будет это военкор, герой Российской Федерации Евгений Поддубный. Также у него состоится встреча с журналистами, с блогерами. Помимо этого хочется тоже отметить приглашение блогеров-пранкеров Вован и Лексус. Это Алексей Столяров и Владимир Кузнецов. Тоже с ними будет организована встреча 22 марта с 11 часов. Также приглашаем. Так, ну и помимо этого в рамках фестиваля состоится форум, культурный патриотический форум, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Данный форум будет организовывать Общественная палата Российской Федерации под руководством Петра Лунстрема. В рамках данного форума ожидается прибытие известных режиссеров, документалистов, сценаристов, поэтов, писателей. То есть это будет очень хороший творческий вечер с показом документальных фильмов. Они будут все посвящены победе, СВО, патриотическому воспитанию. Ну, я знаю, что вот приезжает режиссер Максим Фадеев и приезжает писатель Сергей Лукьяненко, если я не ошибаюсь. Да, с ними тоже будет организована творческая встреча с желающими, так что 21 марта в квартале труда всех приглашаем. А почему вот Вован и Лексус? Все-таки у них аудитория постарше, мне казалось, чем молодежная. Да, ну действительно, Вован и Лексус, ну, этот проект, ну, эти личности, они неоднозначное отношение к ним, да, действительно, кто-то их критикует, кто-то их хвалит, кто-то вот подражает им. У них очень такое новое направление, пранкерство, они себя называют пранкерами, да, то есть... Пранк-журналистами Да, даже они себя пранк-журналистами, называют. блогеры-пранкеры, да, они известны во всем мире. То есть о них знает очень много людей во всем мире. И, ну, во-первых, их участие в нашем фестивале, это, конечно же, поможет нам... Вырастить своих пранкеров? Нет, поможет нам именно в плане популяризации нашего мероприятия на федеральном уровне. То есть ну, скорее с этой целью, да? Да, основная цель такая, но и, конечно же, вторая цель, можно так сказать, это их опыт, их история, то есть свой отдельный какой-то новый проект, новую идею они реализовали и стали очень успешными людьми, да, так скажем. У них сейчас свое шоу на Первом канале, шоу Вована и Лексуса, то есть в данном шоу они обсуждают очень много проблемных социально-политических тем. Одним из самых важных тем, которые они обсуждают, это телефонные мошенники. То есть они, как пранкеры, которые вот именно пранкуют, да, разыгрывают людей по телефону, они в теме, так скажем, да, и в данной программе они именно вот обучают жителей, особенно молодежь и детей, как не попасть в руки, так скажем, телефонных мошенников, на их уловки, как защититься от них. Помимо этого, они рассказывают об ответственности, то есть для детей и молодежи тоже интересно, да, то есть не надо просто вот разыгрывать людей по телефону и так далее. То есть тоже очень интересные темы у них будут. Их встреча состоится 22 марта в квартале труда с 11 часов. То есть, ну, квартал труда такая тоже одна из основных площадок, да? Да. Ну, программа молодежного фестиваля, она уже утверждена, она во всех средствах массовой информации есть, в социальных сетях и в социальных сетях, сайтах ну, самого фестиваля официального. И, в принципе, те площадки, ну, если отвечать на вопрос, как попасть на площадки... Давайте после рекламы мы расскажем, Давайте. как попасть на площадки, а сейчас прервемся. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о молодежном фестивале «Мусу Стар», который проходит в эти дни в Якутске. И прежде чем уйти на перерыв, говорили о том, как же попасть на эти события, ну, на финальные события, и как попасть на вот те отдельные встречи, мастер-классы и так далее, которые вот Федор анонсировал. Надежда начала отвечать. Ага, ну, на площадке, в принципе, может попасть любой человек, и бывает очень много зрителей у нас, каждый болеет за своего. Районы у нас приезжают с определенным числом даже болельщиков.
И, конечно, для участников это своего рода мотивация, да, чтобы за него кто-то болел, чтобы люди им помогали. А финальное шоу у нас, конечно же, триумф у нас, ну, к сожалению, не резиновый, но мы в основном ориентируемся на тех людей, которые участники самого фестиваля, которые приехали с районов, организаторы и так далее. Пригласительные также, как и ежегодно, они будут разыгрываться. В принципе, жители города Якутска могут принять участие в этих конкурсах. И хотелось бы остановиться еще на одной такой значимой площадке. В этом году мы участвовали в конкурсе Росмолодежи. Росмолодежь проводит конкурсы для того, чтобы регионы у себя на местах именно для молодежи регионов проводить грантовые конкурсы. И вообще конкурсы, они должны по регионам начаться с апреля по октябрь, но Росмолодежь у нас пошли навстречу. И в рамках Мусустара у нас с пятницы стартовал конкурс Росмолодежь гранты с общим бюджетом 5 миллионов рублей. Это выделяется из федерального бюджета. Федеральным агентством по делам молодежи может участвовать любой молодой человек со своей идеей от 14 до 35 лет. Можно грантовые проекты подать на сумму от 5000 до 1 миллиона. И до 14 апреля вообще будет идти сам набор заявок. И в рамках Мусустара у нас приезжает представители Росмолодежь грантов для того, чтобы провести обучение для желающих. И мы будем на базе тоже нашего центра на Курашова 36 вместе с потенциальными участниками готовить заявки на грантовый конкурс, для кого нужна необходима консультация, консультировать. И если есть у кого-то примерно готовые проекты, то будем готовить вместе с ними. Это на самом деле очень большая поддержка федеральная нашей молодежи, которая, в принципе, очень достаточно активная. И если есть свои инициативы, мы просим также принять участие. Информация вся официальная есть вот точно на сайте Министерства молодежи, в социальных сетях и так далее. Можете обращаться в адрес нашего министерства и подавать свои заявки, если есть желание. Ну и хотелось бы тоже упомянуть о конкурсе «Доброволец Якутии». Тоже очень большой конкурс, который ежегодно у нас проходит по 12 номинациям. Победителя в этом конкурсе мы, как правило, узнаем на финальном шоу также, да? Кто же у нас будет лучшим добровольцем? Ну, вот из того, что я слышу, да, у нас получается, что у конкурса за 5 лет сложились какие-то традиции свои, да? Вот то, что добровольца мы слышим на финальном событии, да, то, что финальное шоу должно быть обязательно такое, то, что команда из улусов, из районов приезжают. Вот. А вы вообще как-то за победителями прошлых лет следите? Конечно, за победителями прошлых лет мы следим, и более того, с ними, конечно же, стараемся проводить работу. Они, как правило, у нас участвуют, и вообще Росмолодежь проводит очень много федеральных форумов, проектов, фестивалей. Есть определенная сетка форумных компаний Росмолодежи, и в первую очередь мы работаем над тем, чтобы и победители, финалисты, участники вообще нашего Мусустара также могли попасть на вот эту вот форумную кампанию. Там разные Таврида арт в разных регионах проводит, и Шум. Ну, молодежь, наверное, знает, да, какие у нас проводятся большие форумные кампании. Тут ориентировано. Ну и по всем отраслям, в принципе, министерства, ведомства, они
по итогам Мусустара все-таки видят, какие у них определяются лидеры, таланты, какие-то новые проекты и работают точечно уже по своим направлениям, по интересным проектам. Мгм. Ну вот, но вместе с тем появляются какие-то новшества, какие-то направления не проводятся, Мгм. какие-то направления новые появляются. Мгм. Да, вот в этом году новое появилось движение первых, потом вы сказали, что по военной Да, подготовке. да, военизированная эстафета, Мгм. архитекторы молодые у нас в этом году появились, конкурс стендаперов. Ну, вот Мгм. таких вот тематик, конечно, самые популярные у нас остаются, и мы как бы по отраслям уже меняем. По архитекторам в прошлом году встречи с главой горный район тоже дали такое предложение, Мгм. но мы, Еще, конечно же, еще, слышим еще молодежь. впервые чистая Арктика будет в рамках этого Да, конкурса. чистая Арктика, это, ну, все мы знаем, да, это очень большой проект федерального уровня. Приезжает у нас, приехал уже Андрей Нагибин, это общественник, эколог, руководитель проекта «Зеленый патруль». С сегодняшнего дня он начал работу у нас в городе Якутске. Тут необходимо отметить, что участвуют не только представители молодежи арктических районов. Тут мы площадку проводим вообще для всех желающих вообще принять участие в проекте «Чистой Арктики». Мгм. Вот маскот фестиваля, он как-то каждый раз новый выбирается, что кто вот Я тогда могу талисман, ага. рассказать. Ну, маскот — это вообще нововведение этого года юбилейного фестиваля. И был проведен конкурс, и по итогам которого выиграл, по итогам голосования выиграл маскот, который называется льдинка Кескиль. Ну, он, конечно, у нас будет принимать участие на финальном событии. И, ну, я думаю, что как бы художники, то, что объединяются художники вокруг Мусустар, чтобы создать, ну, какой-то определенный образ фестиваля, свое видение, ну, это совершенно такая очень хорошая идея, и которая, ну, нашла воплощение в этом году. А определяли голосованием, да? Как? Да, голосованием, по-моему... Да, онлайн-голосование было. Всего в онлайн-голосовании приняло участие около 9000 жителей нашей республики. Было подано всего 85 работ. Довольно много. Да, да. И из них 5 лучших были выбраны для голосования. Вот, и победил Каскиль, льдинка, да. Ну, потому что вот логически понятно, что то, что связано с Мусустаром, с ледоходом, льдинка, да, то есть. И второе место чуть-чуть остались подснежники, то есть Ниргугуннар, то есть это фиолетовый Ниргугун и вот, желтый, допустим, подснежник, да, они тоже чуть-чуть остались, но мы планируем сделать их тоже маскотами, потому что каждое событие, каждое большое событие, каждые вот такие мероприятия должны иметь своих талисманов, своих представителей и образы, чтобы связывать их непосредственно с Мусустаром. Ага. Ну, то есть это вот мы выбрали символы вообще Мусустара в принципе, да? Не в этот год? Этого года. Этого года. А в следующем году да. будет новый символ. Это вот как я не знаю, с Олимпийскими играми, да? Да. Там в одном году. Ну, в следующем году, да, скорее всего, тоже будет новый конкурс, потому что очень в этом году ажиотаж очень был большой, очень много было заявок и очень много хороших работ, так что в следующем году также приглашаем участников этого года принять участие тоже в конкурсе маскотов. Ну и как все-таки попасть на финальное событие? Ну, на финальное событие можно попасть только по билетам, да? А билеты в основном раздаются участникам всех треков и конкурсов, то есть вы должны быть участником, либо организатором этих треков и конкурсов, либо вы должны попасть в делегацию своих районов, улусов, городских округов, чтобы попасть на финальное шоу. То есть есть одна лазейка, вот как говорили коллеги, да, это болельщики, то есть
болельщики, делегация болельщиков очень большая бывает от районов, там 100 человек, например. То есть я советую попасть в список, если вы не участник каких-то конкурсов, попасть в список болельщиков и поддержать свой район, улус, город, и таким образом также принять участие в финальном событии. Раньше можно было как-то регистрироваться, Да, как-то регистрация заранее, через да? сайт была. В прошлом году там опрос, по-моему, какой-то нужно было пройти. Но поскольку желающих все больше и больше, видимо, Да. да, пришлось такие правила ужесточить. Мусустар, он приобретает очень большой успех. Раньше, если мы, допустим, проводили специальную рекламную кампанию для того, чтобы участники у нас в муниципалитетах участвовали, принимали участие в муниципальных этапах, то сейчас даже без никакой рекламной кампании любой молодой житель знает про Мусустар, и все стремятся стать участниками. Вот, конечно, в первую очередь для тех, кто вложил частичку себя в молодежный фестиваль, мы, конечно же, ориентируем и финальное шоу. И, Таня, я знаю, что в финальном шоу примет также участие наш с тобой старый знакомый. Да, Альберт Кувезин заявил свое желание, очень страстное, скажем так, принять участие на фестивале Мусустар совместно с группой Ордо. Это вот новая группа, которая возникла год назад. Ну, исполнители достаточно известные. Один из солистов Саша Лукин, тоже вот, ну, старый друг Альберта Кувезина. И вот они выступят в рамках финального события. Ну, я просто боюсь, что молодежь может не знать Альберта Кувезина, ну, а тем не менее он является звездой мирового рока. Так что я думаю, что если они познакомятся с его творчеством в рамках Мусустар, это будет вообще прекрасно. Ну что ж, я благодарю всех гостей в студии. Время у нас подошло к концу. Тем, кто не попадет на финальное шоу, смотрите трансляцию по нашим телеканалам. Обязательно, как всегда, будет трансляция. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.